Здравствуйте, Алиса Шаловна. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить вас за встречу. Наш телеканал всегда поддерживает вас и ваши проекты, поэтому особенно рада пообщаться лично. И начать, наверное, хотелось бы с некоторой легкости. Вы много работаете, в частности, над проектом, о котором мы будем говорить дальше, но удалось ли вам отдохнуть этим летом в Абхазии? Здравствуйте, очень приятно познакомиться. Я тоже очень рада тому, что Рада здесь с нами. Отдыхать как следует не получается, потому что очень мало времени. И мне всегда хочется в краткие сроки, сжатые, использовать это время очень активно и с пользой. Вот, например, в данный момент я общаюсь с вами по поводу предстоящего грандиозного события. И я понимаю, что на все на это тоже нужно время, и нужно подготовиться как следует. Потому что очень мало времени, просто все нужно успеть в сжатые сроки. Поэтому как это совмещается с отдыхом, я не очень понимаю. В этом году стартует уже второй международный музыкальный конкурс Алисы Гицба. Расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте и об идее его создания. В прошлом году, в октябре месяце, мы провели первый международный вокальный конкурс. Этот конкурс будет отличаться от прошлогоднего, потому что он расширился, в нем появились новые номинации, и поэтому он называется теперь Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба. В нем появилась номинация «Ансамбль», в которую входит всяческий ансамбль. Все виды ансамблей, какие бывают академического. Это и вокальные, и струнные, и духовые, и фортепианные, и камерные ансамбли. И я считаю, что вот такой формат конкурса, он интереснее. Вот, например, я думаю, вот состоится гала-концерт закрытия конкурса, да, и мы будем слушать лауреатов, кого бы мы хотели услышать, какие бы стили и направления нам было бы интересно услышать в гала-концерте. Вот с точки зрения вот этой общей музыкальной картины, да, то, конечно, интереснее, когда поют не только певцы, а когда выступают, например, скрипачи, или там фортепианный дуэт, или еще какой-нибудь вокальный ансамбль, предположим. Это же интереснее, да, с точки зрения вот гала-концерта победителей. Постоянно нужно развиваться, нельзя стоять на месте, вот придумывать какие-то новые формы. Вот это вот наш вот экспериментом можно назвать нашу концепцию конкурса второго. Посмотрим, как это пойдет дальше, как это приживется. Вы уже отметили, что первый конкурс прошел в прошлом году в октябре. Он привлек большое внимание и зрителей, и медиаресурсов. Сейчас уже несколько с ретроспективной точки зрения. Как вы оцениваете результаты первого конкурса? Ну, замечательные ребята приехали. Во-первых, они молодцы, что они, несмотря ни на что, на большие сложности политического плана, и не испугались, не побоялись приехать в Абхазию далекую, пересечь границы. Вот. И я уже считаю, что одним только своим этим поступком они себя проявили совершенно героически. Вот. Очень талантливые ребята были. Жалко, что только 3 места и гран-при, но все равно мы постарались сделать так, чтобы не обидеть людей достойных. Но, естественно, количество баллов играло большую роль. Вот. И гран-при у нас было, и 3 премии, которые поделены пополам. Получилось всего 7 лауреатов, и один лучше другого. И причем и молодые ребята, и уже вот взрослые мастера сцены, они тоже вот участвовали в этом конкурсе, потому что возрастной ценз нашего конкурса от 18 до 45 лет. В прошлом году к проекту были некоторые вопросы относительно участия абхазских артистов. В этом году планируется ли участие местных артистов? Дело в том, что ведь это конкурс. Вот человек, который не готов, например, к состязанию, он не будет участвовать в конкурсе. То есть это чисто психологическая работа над собой. Человек должен быть готов к тому, что его будут оценивать, что он выйдет на сцену, ему будут ставить баллы, да, и он может не пройти. То есть это большая работа над собой. И тут мне сложно сказать за других людей, захотели бы они участвовать в конкурсе или нет. Я не могу никого принуждать. Мое дело просто сделать так, чтобы информация дошла до ушей, чтобы людей это заинтересовало. Вот есть предложение, а посмотрим, будет ли на него спрос. Но что касается других музыкантов из других регионов, интерес есть. И мы вот ждем уже вот срок окончания подачи заявок у нас для вокалистов, для сольного академического пения 15 сентября, а для всех остальных ансамбль до 6 октября. Вот будем смотреть.
Дело в том, что ведь у нас от 18 лет музыкальное училище наше, это ребята, которые вот только-только закончили, им 17-18 лет. Ну, может быть, они считали себя пока не готовыми к такому испытанию. Вот. У нас были участники абхазцы, но просто они не прошли дальше на второй, на третий тур. Но тем не менее, это все равно, я считаю, это большой опыт на будущее, это багаж. Вот, ну, один раз, может быть, срезался, сделать какие-то выводы. У нас, кстати, была возможность прямого общения с нашими конкурсантами. Они все могли подойти и спросить мнение жюри. И мы всегда отвечали им прямо и откровенно на все вопросы, которые они задавали. Над чем нужно работать, что не понравилось, что не так и что нужно исправить. Это очень важно, я считаю. Вы уже немного затронули тему условий конкурса, вот, сроков подачи заявок. Давайте немножко подробнее это раскроем. Как известно, будет конкурс проходить в 2 этапа и в нескольких номинациях. Может быть, есть какие-то условия, которые нашим зрителям обязательно нужно знать? 3 этапа получается, да. В прошлом году мы не проводили видеоотбор, о чем потом сильно пожалели, потому что были такие случаи, которые, ну, например, если бы существовал видеоотбор, эти люди бы не прошли на конкурсе. Вот для того, чтобы в дальнейшем этого избежать, мы придумали в этом году видеоотбор. Вот. Те, которые проходят видеоотбор, ну, считается официально, это первый тур по видео. Для тех, кто проходит первый тур, второй тур уже они должны принимать участие в Москве. Второй тур будет проходить в помещении Московской академии хорового искусства имени Виктора Попова, ректором которого является наш старинный друг Александр Соловьев, профессор Московской консерватории, который неоднократно приезжал в Абхазию и участвовал в наших проектах и в совместных проектах. Вот. Те, которые проходят второй тур, переходят на следующий уровень. Это уже 3-й тур, который состоится в Сухуми. Здесь у нас, вот в этом прекрасном помещении нашей Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба. Вот. И по окончанию 3-го тура будут объявлены результаты. И 26 числа вечером состоится торжественная церемония вручения премий лауреатам конкурса и гала-концерт с участием лауреатов и членов жюри. А членов жюри у нас тьма тьмущая, можно сказать, и один лучше другого. Басиния Шульман, пианистка, художественный руководитель Москонцерта. Она будет членом жюри в номинации «Искусство ансамбля». Александр Гиндин, заслуженный артист России, знаменитый пианист. Он будет участвовать в номинации «Искусство ансамбля» и в номинации «Сольное академическое пение». Александр Соловьев, профессор Московской государственной консерватории, ректор Академии хорового искусства имени Виктора Попова. Он у нас член жюри в номинации «Искусство ансамбля» и «Сольное академическое пение». Наш знаменитый земляк, наша гордость Виктор Абрамян Эшба, который недавно получил звание заслуженного артиста Абхазии, также будет членом жюри в номинации «Искусство ансамбля». Олег Смирнов, заслуженный артист России, солист Москонцерта, художественный руководитель знаменитого квартета имени Глинки. У него номинация «Искусство ансамбля» тоже. Ближайшая моя подруга, моя коллега Яна Иванилова, сопрано, заслуженная артистка России, солистка Москонцерта и Московской государственной филармонии. Она будет членом жюри и в искусстве ансамбля, и в сольном академическом пении. Так она и в прошлом году тоже у меня была членом жюри. Вот продолжается наше сотрудничество, что не может не радовать. В этом году впервые примет участие в качестве члена жюри директор нашего Сухумского музыкального училища, моей альма-матер, можно сказать, Нинель Борисовна Бжани, которая является народной артисткой Абхазии и директором Сухумского музыкального училища. Она будет у нас представлять номинацию «Искусство ансамбля» и сольное академическое пение. Алексей Еник, он и в прошлом году тоже был членом жюри, и в этом году остается в номинации «Сольное академическое пение». Художественный руководитель Воронежской филармонии Ирина Воролева в номинации «Академическое сольное пение» и «Искусство ансамбля». Ну вот, собственно. Невозможно не спросить, что вас мотивировало или сподвигло на создание подобного проекта?
Я открытый к общению человек, мне всегда все интересно. Если меня приглашают участвовать в каких-то проектах для меня интересных, мне всегда хочется потом поделиться этими новостями здесь у себя на родине. Все-таки я отсюда, это моя родина, я здесь училась, выросла. Несмотря на то, что я живу в Москве, работаю в Москве, я все равно здесь постоянно душой и мыслями. Поэтому мне очень хочется всегда привести в Абхазию что-то такое интересное, оригинальное, может быть. Вот я знаю, что до нашего конкурса в Абхазии конкурса вокалистов вот такого направления академического еще никогда никто не проводил. И я поняла, что вот настал момент, что, наверное, вот это было бы, наверное, интересно людям, потому что такого еще не было, да, это что-то новенькое. Вот. И так как я неоднократно участвовала в конкурсах в качестве члена жюри в различных конкурсах в Москве, я поняла, как это вообще структуру этого всего мероприятия, как это все делается, как это все организовывается. И мне стало интересно попробовать это сделать здесь, в Абхазии. Я нашла хорошую команду, получила поддержку нашего правительства, и вот конкурс состоялся. Ну, дальше уже вот работаем над вторым конкурсом. Как вам кажется, проведение подобных конкурсов и вообще реализация подобных проектов в культурной сфере, почему она так важна для культурной жизни Абхазии, на ваш взгляд, конечно? Конкурс – это всегда возможность услышать о новых дарованиях, раскрыть. Вот чувствуешь себя как бы мессией, может быть, не знаю, неправильно, может быть, это такой просветителем, человеком, который открывает новые имена. Это очень интересно. Ведь приехало 54 человека, и каждый по-своему талантлив. Вот как сделать так, чтобы достойнейший получил приз, да, и чтобы его услышали и увидели? Во-первых, у человека, который приезжает на конкурс, есть возможность себя показать со всех сторон, да, там, потому что конкурсная программа очень разнообразна, она включает в себя практически все стили и эпохи, начиная со старинной музыки, заканчивая современной музыкой. Туда входит в промежутке от 17 века до 21 разные стили и направления. Вот, поэтому конкурсант должен показать, как он умеет исполнять современную музыку, как он понимает стиль барочной музыки, как он умеет исполнять арии Верди, бельканты и так далее. То есть человек должен быть подготовлен со всех сторон. И вот тогда уже члены жюри выставляют свои баллы, делятся друг с другом впечатлениями, где-то дискутируют, даже иногда очень серьезно спорят, потому что как бы у каждого свои представления, да, не существует абсолютного какого-то идеального, одного единственного мнения, к которому вот это и есть абсолют. У каждого есть свои какие-то предпочтения. Вот в этом сложность заключается, но и в этом интерес. Это как состязание, да, только в культурном плане, культурное состязание. В дальнейшем лауреату конкурса удается участвовать в других мероприятиях, где-то себя еще больше проявить, появляются какие-то ангажементы, да, какие-то концерты на новых площадках, то есть он начинает обрастать своей публикой, у него меняется статус, и он становится человеком, которого уже где-то слышали, о котором уже что-то знают. То есть мы занимаемся также еще и продвижением лауреатов наших, мы будем давать им возможность где-то еще себя проявлять, развиваться и следить за их успехами. То есть это вот даже не только вот как конкурс будет проходить, да, но в какой-то степени это еще и продюсирование наших лауреатов. Такой достаточно масштабный проект, еще и международный, с большим количеством участников, мне кажется, довольно сложен в реализации, и поэтому вопрос напрашивается сам собой. Расскажите про, может быть, партнеров, про членов жюри, вообще про процесс организации подобных проектов. Ну, существует определенная команда, которая занимается продвижением конкурса. Это и реклама, и таргет, и маркетинг, то есть все достаточно сложно. Вот. Я, конечно, занимаюсь больше творческой стороной, творческой составляющей конкурса. Вот. И стараюсь сделать так, чтобы привлечь как можно больше людей к нашему мероприятию, потому что это очень сложно организовать, без поддержки невозможно практически. И сейчас, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на наш призыв, а это наш генеральный спонсор «Атомэнергосбыт», Росатом.
Наш соучредитель конкурса – это Москонцерт в лице Ильи Бачурина, директора Москонцерта, и художественного руководителя Бассини Шульман, который является также и членом жюри. Благотворительный фонд КЭС-фонд, который наш партнер является. Благотворительный фонд Ирины Самодаевой. Это вообще отдельная тема. Значит, Ирина Самодаева пианистка, она живет в Мексике. И вот в прошлом году в нашем конкурсе был такой спецприз, сольный концерт на мексиканском телевидении. Благодаря Ирине Самодаевой удалось эту идею реализовать, и этот спецприз сохраняется и на втором международном конкурсе. Вот. Наш партнер Амобайл, оператор сотовой связи Абхазия. Тоже большое спасибо вам хочу им сказать за то, что они сразу откликнулись на мой призыв и пообещали мне информационную поддержку. Министерство культуры Абхазии, правительство Абхазии, хоровая академия, то есть Академия хорового искусства имени Виктора Попова, значит, тоже предоставляет нам свою площадку. Ректор Академии Александр Соловьев, профессор Московской консерватории, является членом жюри нашего конкурса также. И еще у нас есть куча спецпризов от различных концертных организаций. Вот. Я не буду сейчас все перечислять, потому что довольно много времени на это уйдет. Но хочу остановиться на основных. Это самое главное, то, чем я очень горжусь, это спецприз от нашего театра «Геликон Опера», в котором я служу уже 30 лет. Он и в прошлом году был, и в этом году сохраняется. В этом году еще «Геликон Опера» стал информационным нашим партнером. Вот. Специальный приз будет от музея-заповедника Астафьева. Это очень старинный особняк, в котором проходят концерты, фестивали. Такое знаковое место для Москвы. Культурный центр Елены Образцовой в Питере давал в прошлом году тоже свой спецприз, и в этом году этот спецприз сохраняется. Опять же, музей усадьба Петра Ильича Чайковского в Клину еще дает свой спецприз Рахманиновское общество. И есть еще несколько спецпризов, которые в стадии переговорной находятся. И я думаю, что мы ближе к конкурсу огласим весь список спецпризов. И опять же хочу просто сказать большое спасибо всем, кто откликнулся и продолжает дальше рассматривать наши предложения. И я думаю, что у нас со временем добавится еще несколько человек, которые примут активное участие в подготовке к конкурсу. Благотворительный фонд «Амшра», Абхазское телевидение, информационное агентство «Спутник», Абаза ТВ, Marketplace E-Ticket. Это вот такая билетная компания, которая помогает распространять билеты на разные мероприятия. И очень интересный музыкальный проект «Музыкальная чашка». Абхазская государственная филармония и в прошлом году тоже нам оказала большую поддержку, когда мы проводили первый международный наш конкурс. И в этом году, то есть я понимаю так, что наше партнерство становится постоянным, это не может не радовать. И еще раз хочу сказать большое спасибо директору Абхазской филармонии Руслану Хаджимба и художественному руководителю филармонии Эсме Джения. Алиса Шаловна, большое вам спасибо за действительно интересную беседу и искренне желаем вам успехов в реализации всех творческих планов. А вам большое спасибо за то, что вы освещаете все культурные мероприятия, которые происходят в Абхазии, и всегда чутки ко мне, к моему творчеству. Большое спасибо. Я желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья и жду встреч в октябре.